Спортивная школа Инты начала новый сезон обновленный. Перемены во всем. Начиная с внешнего вида, заканчивая внутренней отделкой. Есть пополнение и в штатном расписании. Появились новые тренеры, и один из них будет даже проводить занятия с людьми-инвалидами. Елена Кононова о том, как в Приполярье заботятся о здоровом образе жизни. Первое, что теперь бросается в глаза еще при подходе к зданию хоккейного корта спортшколы – обновленная вентиляция. Еще 2 года назад она была отремонтирована, но основная часть конструкции находилась на улице и выглядела отнюдь непрезентабельно. В новом учебном году было решено ее закрыть. Работы провели летом. Подрядчик сначала собрал каркас будущей постройки, а после обшил его металлопрофилем. Самое главное, ограждение вентиляционной установки выполнил в той же цветовой гамме и стиле, что и облицовка самого здания хоккейного корта. Основные же ремонтные работы прошедшим летом были проведены в самом здании. Здесь полностью обновили душевые спортивного зала. Питерский подрядчик в короткий срок успел демонтировать старую сантехнику, плитку и установить взамен них все новое. И, конечно, современное. Хочу сказать, что души у нас идут тоже с экономией воды, то есть воду не включаешь, и она не льется. То есть ты нажимаешь кнопочку, вода льется там определенный промежуток времени, потом она автоматом выключается. Надо, ты опять кнопочку нажал, опять водичка побежала. В женской раздевалке спортивного зала заменили светильники на светодиодные, они экономичнее. В самом спортивном зале появились новые ворота. Они сертифицированы и предназначены для гандбола и мини-футбола. Их стоимость чуть более 100 тысяч рублей. Все приобретения и ремонты сделаны за счет небюджетных средств учреждения. Подготовился к приему посетителей бассейн. Полы фойе застелили ДВП и линолеумом. Привели в порядок чашу. Мы почистили чашу бассейна. Вечером сейчас у меня придут люди, которые простукают плиточку. Если где-то плиточка отошла, то сделают, соответственно, замену. На завтра по плану у нас стоит хлорирование всей чаши бассейна. И дай бог, если все сложится хорошо, то с завтрашнего дня мы начнем заливать уже, скачивать первый бак. Чтобы заполнить чашу водой, нужно 28 баков и неделя. К слову, это одно из самых популярных мест для досуга у интинцев. За день его посещает от 250 до 300 человек. Впрочем, посетителей, как взрослых, так и юных, ждут и другие секции. Здесь можно заниматься фигурным катанием, спортивным туризмом, играть в хоккей шайбой. В новом спортивном сезоне в Интинской начали работать несколько новых тренеров. Один из них специализируется на работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Елена Кононова, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.